Здравствуйте, уважаемые зрители. Разрешите представить нашего сегодняшнего гостя, медиаэксперт, консультант пресс-центра Минздрава Кыргызской Республики Елена Байлинова. Хотя, собственно говоря, наша гостья не нуждается в особых представлениях, это известная медиаперсона. Елена, вы очень активны в социальных сетях, что нетипично для, как вас правильнее назвать, вы не чиновник, но вы сотрудник государственного ведомства. Да? Почему мы выбрали тему здравоохранения сегодня? Как известно, основные три кита, на которых базируется любое государство, это безопасность, образование и здравоохранение. По сути дела, вот для чего нам нужно, в общем-то, государство и что мы от него ждем в этих направлениях. Об обороне и безопасности мы неоднократно говорили в наших передачах. Мы также затрагивали сферу образования, а здравоохранение у нас как-то до сих пор оставалось вне нашего внимания, что не является справедливым, потому что мы знаем, насколько вообще это важно для всех людей, для всех граждан Кыргызстана. Принято ругать, Лена, в нашем обществе всегда милиционеров, журналистов и врачей. Вот так получилось, что вы как раз-таки являетесь и журналистом, и работником системы здравоохранения. Скажите, пожалуйста, как лично вы относитесь к критике в адрес нашей медицины, конкретных врачей, хирургов? Что в этой критике является правдой, что не слишком заслуженно, да? И, конечно, может быть, наш разговор где-то будет приобретать и эмоциональную окраску, потому что мы слишком, конечно, щепетильно относимся к этим вопросам, а действительность, она, к сожалению, дает очень много поводов для той самой критики. Но интересно было бы узнать ваш взгляд, да, потому что вы, с одной стороны, как бы из мира медиков, врачей, а с другой стороны, вы такой же человек, гражданин, журналист, да, причем откровенный журналист. И я знаю, вы за свою откровенность, в общем-то, как сказать мягче, не то что страдаете, но, может быть, сами иногда себя, да, корите за излишнюю прямоту. Но сегодня нам тем и интереснее будет, если вы все-таки действительно, да, и сегодня не измените себе, обо всем выскажитесь, проанализируйте состояние этой сферы здравоохранения Кыргызстана как есть. Спасибо, Азамат, за возможность, за эту площадку, где мы можем еще раз поговорить о тех проблемах, которые мы имеем сегодня в нашем здравоохранении. С критики начну. Вопрос о критике, как я отношусь к критике, очень позитивно отношусь и очень положительно отношусь. И, честно говоря, мой приход в здравоохранение тоже начался с критики, потому что, как журналист, когда однажды мне поручили сделать программу, посвященную реформированию здравоохранения, и пригласили в Минздрав и сказали: сделай программу. И когда я ее готовила, я поняла, что ни одну информацию я получить не могу, ни у кого. Или ее не дают. Кстати говоря, тогда еще у нас был отдел цензуры в Минздраве, да, где надо было согласовывать вообще все, что ты хочешь сказать. Я застала даже еще это время. Это было начало, середина 90-х годов. И в это время я попала в систему здравоохранения, и мне сказали: начинаем реформы, и, Елена, давай покажем людям вообще, что мы задумали. И я пришла, и я начала критиковать, я сказала: извините,
Вы же не даете никакую информацию, каким образом мы будем показывать нашим людям, что вы хотите сделать с нашей системой здравоохранения, с нашей медициной и так далее. Вот с этого началась моя работа в Минздраве, и она началась с критики. Я считаю, что вообще критика – это то, что вообще движет любым процессом. Да? Потому что если тебя не критикуют, если у тебя все хорошо, то, в принципе, и двигаться-то, наверное, не надо. Да? И вот если говорить о сегодняшнем периоде, вот как-то благополучно 20 лет в системе здравоохранения я пережила, а сейчас я переживаю некий такой новый этап, наверное, в своей работе. Это когда мне приходится все чаще и больше сталкиваться с критикой в адрес Минздрава, в адрес его руководителя. Да? И надо сказать, что мне этот период нравится даже больше. Нравится даже больше. И это один из посылов, который мы сразу поставили, и одна из задач, которую мы поставили перед пресс-центром, когда мы его создавали, а мы его создали в 2002 году, он официально начал работать. Одна из задач была как раз-таки сделать себя вот такими открытыми, доступными, предоставить людям возможность, площадки, говорить о тех недостатках, которые есть. И может быть, то, что мы имеем сегодня, это и есть плоды нашего вот этого упорного труда, когда мы раскрывали ведомство, раскрывали его двери все, да, для всех желающих, кто мог прийти, для некоммерческого сектора, да, для наших коллег-журналистов, когда они могли прийти, критиковать, увидеть все проблемы, когда мы обнажились, да, и почему нет? И это хорошо. И это хорошо, и именно сегодня, вот то, что мы имеем сегодня, а я считаю, мы находимся на пике вообще, на пике, на таком переломном, мы сегодня переживаем переломный момент в системе здравоохранения, когда старое уже оно изживает себя, и оно не может уже просто удовлетворять спрос наших людей, а то, что новое, да, к нему надо еще людей приучить, и людям надо показать, что это такое. И, конечно, это трудная задача. И нам приходится работать с нескольких сторон. Да? С одной стороны, это медицинские работники, которые сегодня в большинстве своем, особенно на первичном уровне, это люди, так скажем, предпенсионного или пенсионного возраста, да? Это одна сторона. И вторая сторона – это наши граждане, которые все время требуют хорошей медицины, и они не видят перемены, и они говорят: покажите нам эти перемены, мы их не видим. И они тоже правы. Да? И то есть все время есть над чем работать, и все время есть что критиковать. И я только приветствую вот этот процесс, потому что это здорово. И поэтому мы ведем наши какие-то странички там в социальных сетях, да, и мы людям говорим: пишите, говорите. Мы в WhatsApp имеем свой номер, там даже министр сам отвечает на все вопросы, которые интересуют людей. Вот такая вот позиция. Да? Критика отнюдь не делает нас, я не знаю, убогими, какими-то несчастными, да, пусть даже нам часто попадает, может быть, чаще всего из-за дела попадает. Потому что я всегда говорю о той реальной картине, которую мы имеем. Сегодня в среднем на одного гражданина Кыргызстана в год приходится, и из бюджета выделяется в среднем от $40 на здравоохранение. Говорю в долларах, почему? Потому что, например, в Штатах это $9 тысяч в год на здравоохранение. А нам, вот уважаемым гражданам страны, нам вот, государство отмерило вот такую маленькую сумму. На такую маленькую сумму можно купить разве что вот из пакета там каких-то перечней жизненно важных лекарственных средств, там, доступные медикаменты, там, полечить головную боль или что-то. Да? Высокотехнологичная помощь недоступна. Да? Или, например, там, какие-то другие еще варианты серьезного лечения, о котором сегодня говорит вся современная медицина, везде пишут, говорят в интернете. Конечно, мы не имеем доступа, нам обидно. И мне понятно вот это недовольство людей, мне понятно, я понимаю, я воспринимаю критику и, как говорится, иду навстречу. Чем могу, тем я делюсь той информацией, которую имею, для того, чтобы рассказать людям, что перемены идут, они есть. Да, Елена, вот сколько бы профессия журналиста не учила бы ничему не удивляться, да, но каждый раз не устаешь поражаться. Да, вот эта цифра $40 в год на одного кыргызстанца,
особенно когда вы привели сравнительную статистику. Она о многом говорит, и после этой информации, в принципе, уже можно было вообще прекратить нашу передачу, да, и сказать, ну, что же вы хотите? Но, тем не менее, такая ситуация, она, к сожалению, буквально во всех сферах. Не в лучшей позиции, не с лучшим финансированием у нас находятся и внутренние органы, и сфера образования, да, ну, практически, хотя вроде бы это все считается социальными статьями, они защищенные, но, как мы видим, дело не в этом, да, дело в очень маленьком финансировании. Но проблемы-то ведь надо как-то решать. И вот у меня вопрос, как Минздрав и его руководство реагируют на все эти вызовы, на все эти проблемы, потому что, согласитесь, ну, позиция как бы так, позитивного отношения к критике, ее мало. За восприятием критики должны быть все-таки какие-то выводы и какие-то действия. Вот, пожалуйста, я понимаю, сфера огромная, она охватывает всю страну, причем в разных плоскостях, в разных горизонталях. Это и группы там, семейной медицины, это фельдшерско-акушерские пункты, это родильные дома, это клинические больницы, это аптеки, это все. И там же еще и медакадемия, да, как бы медицинское образование, это вообще отдельная тема для разговора. И делать что-то надо, потому что мы живем не в вакууме, кыргызстанцы смотрят телевизор, смотрят интернет, они сами ездят по миру, они видят, как обстоят дела в других странах, и они заслуженно, справедливо требуют такого же здесь у себя. И Минздрав, он делает что-то, мы вправе ожидать каких-то позитивных изменений. Вот вам, расскажите нам, пожалуйста, вот об этом. Азамат, я вам предлагаю унестись вообще, вот, так скажем, и воспоминаниями, и, может быть, погрузиться, допустим, вот в начало 90-х, да? Ну, все мы знаем, что происходило в начале 90-х, да? Это когда Союз распался, когда Кыргызстан, по сути, вдруг стал независимым государством, да? И он, соответственно, независимо должен был решать свои проблемы, да? И прежде всего, конечно, это ударило по здравоохранению. И, наверное, вы помните тот период, когда больницы наши опустели, потому что туда никто не шел лечиться, потому что там не было ни соответствующих условий, ни питания, не было ни лекарств, ничего не было. И вот тогда при Министерстве здравоохранения была образована группа при участии, конечно, международного донорского сообщества, которая собралась для того, чтобы каким-то образом эту проблему решить. Что надумали? Надумали то, что ну давайте будем исходить из тех малых средств, которые мы имеем, да? А это практически ничто, потому что Москвы нет, централизованного управления нет, соответственно, централизованного кураторства над системой здравоохранения тоже нет. Давайте вот как бы вот собрались, я считаю, умные головы, и спасибо им за это, потому что они возложили на свои плечи огромную ответственность. Потому что именно в эти годы в системе здравоохранения у нас все показатели пошли, ну, в каком-то случае резко повышаться, да, например, да, а где-то понижаться. Я имею в виду уровень смертности возрос, да, тот же возьмите туберкулез, количество туберкулеза увеличилось, да, люди стали умирать от элементарных онкологических заболеваний, все, люди остались без помощи, без помощи. Вот, люди остались без помощи, а сознание наших людей, оно еще жило в советские времена, что, в принципе, происходит и по сей день, да? И что нам должны? Вот я заболел, я прихожу в больницу, я хочу лечиться, и пусть меня лечат. А, как известно, в былые времена по 30 дней лежали в больницах. Что решила эта группа? Посчитали средства, они очень маленькие, да? И решили, что все-таки нам необходимо вот перевернуть пирамиду и поставить ее на основание, где профилактика заболеваний, она будет первична, потому что она дешевле.
Да? Потому что позаботиться каждому человеку о своем здоровье, да, или, например, проинформировать его о том, как не заболеть той или другой болезнью, или предупредить его, да, это гораздо дешевле, чем, например, потом этого человека помещать в дорогостоящий стационар, да, и лечить его там 30 дней. Да, это уже было невозможно. И вот таким образом пирамиду перевернули. Вот, и как бы перевернули теоретически. Теоретически-то вот эта программа, национальная программа МОНАС, которая была в 1995 году утверждена, она была очень хорошая, правильная, она была красивая, она нравилась, мы хвалились ею во всем мире, да, что вот какие кыргызы молодцы, и даже говорили о неком чуде кыргызского здравоохранения, да, потому что, да, мы придумали такую модель, что мы будем заниматься профилактикой, мы отдаем большую, так скажем, власть и полномочия первичному звену здравоохранения, то есть это тем же, вот о чем вы говорили, фельдшерско-акушерским пунктам, группам семейных врачей. Мы придумали семейную медицину, мы не придумали, но мы ее, значит, позаимствовали в других странах с тем, чтобы экономить. Мы, работники здравоохранения, в системе здравоохранения, люди, эксперты, финансисты, все, значит, задались целью, как экономить эти средства. В принципе, только из этого эта реформа началась. Ее сейчас ругают, конечно. Вот. И вот, значит, все это придумали, конечно, да, решили передавать полномочия первичке, а сами условия, ресурсы, они не были готовы. Потому что, где мы в одночасье могли бы найти столько сразу семейных врачей, да, которые могли бы вести всю семью и которые бы просто предупреждали эти болезни. Особенно, когда наши врачи очень активно мигрируют. Да, в этом. Да, вы правильно заметили, когда мы еще параллельно получили такую вот, такую проблему, что пошел отток медицинских кадров, да, и они в первую очередь стали уходить именно с первичного уровня. Он у нас стал оголяться. Потому что именно там всегда меньше всего платят, больше всего задач всегда, да, в стационаре еще как-то люди могут заработать. Не секрет, что какие-то существуют еще неформальные доплаты медицинским работникам, да, и оттуда люди пошли, да, И что мы сегодня реально имеем? Почему сегодня вот эту реформу ругают, ее реформаторов вспоминают недобрым словом? Потому что говорят, вот вы все развалили, да, а у вас это все вот не заработало, да, и как бы и профилактика у нас по-прежнему еще не на таком высоком уровне, да, и первичка у нас оголена, как я уже сказала, там в 70% пенсионеры сидят, да, и неизвестно, что будет дальше. Вот почему это произошло? Почему? Я считаю, моя точка зрения, что все-таки это случилось потому, что мы объявили реформу, мы создали эту модель нового здравоохранения, но для того, чтобы ее как-то продвигать и реализовать, у нас не было преемственности. Преемственности не было. Преемственности не было, так скажем, ни в верхней власти, да, государственной, ни в самом Министерстве здравоохранения, когда министры менялись, а я уже неоднократно говорю, что я сама вот уже 11-го министра переживаю, да. Вот, и вот поменялась власть, пришел там другой, например, президент или там премьер-министр и говорит, ой, вы знаете, эта реформа нам не нравится, давайте вот будем какую-то другую реформу делать. Что, в принципе, произошло вот с той же программой Денсолог, потому что вдруг на каком-то этапе, это одна из последних наших программ, вдруг на каком-то этапе сказали, что вот это не то, вот это не та стратегия, да, вот давайте что-то, хотя эту стратегию принимают все коллегиально, да, там даже журналисты есть, и НПО есть, и гражданский сектор весь есть. И вот в этом вот вся наша беда, наверное, оттуда пошла. Потому что хорошие, умные головы это придумали. И для Кыргызстана это было бы самым оптимальным вариантом и выходом, да, вот, чтобы мы занимались профилактикой. Но из-за того, что вот нет этой профилактики, и мы не построили то, что хотели, у нас это не получилось до конца сделать. Вот мы сегодня, например, имеем такую ситуацию, что мы вынуждены строить гемодиализные центры, дорогостоящие, да?
предоставлять дорогостоящие, люди ищут средства на то, чтобы получить эти дорогостоящие услуги, да, когда вместо того, чтобы, например, если бы мы раньше занялись профилактикой, 25 лет назад, активно, да, например, то, может быть, многих людей удалось бы защитить от этой проблемы, когда у людей отказывают почки, и все, и их жизнь сводится к нулю, да? Потому что что такое хроническая почечная недостаточность? Она бывает следствием того же диабета, да, сахарного, того же повышенного давления или так далее. То есть человек должен контролировать свое здоровье. И вот, когда я делала свои первые программы, я все время об этом говорила, но, видимо, говорила мало и тихо, никто не услышал. И мне всегда обидно, потому что вот уже больше 20 лет я работаю в теме здравоохранения, и я недовольна собой, потому что результатов мы до сих пор не увидели. Вот такая вот картина, да? Если углубляться во все эти приказы, постановления и так далее, да, то, конечно, формально вся власть была передана первичке, но туда не пришли деньги. То есть вот этого семейного врача или врача общей практики, или, как мы говорим, еще участкового врача, там, допустим, в селе, в районе, оставили один на один, да, с тем же самым небольшим финансированием, которое и было раньше. Вот. И, естественно, теми вот маленькими ресурсами, хотя все должно было поменяться, что деньги, которые шли на дорогостоящий стационар, должны были плавно перетечь туда, чтобы там их укрепить. Мало того, вот эта вот реформа по зарплате, которая была проведена несколько лет назад, и она так хитро была произведена, я не побоюсь сказать этого слова. То есть вроде бы людям повысили зарплату, но что касается, например, врача, который ходит на участки, по участкам ходит, там, допустим, в селе, в районе, у него забрали участковость, да? То есть у него пропал интерес вообще ходить к людям на дом, потому что ему за это не платят, и не только поэтому. А потому что, например, вы уже сказали, что у нас отток кадров, и, например, один врач обслуживает 15 тысяч населения, да, например, 15 тысяч, потому что врачей не хватает. И, естественно, до вас, до, например, вашей больной бабушки, лежачего какого-то другого там еще пациента, он просто не доходит. У него просто нет на это ни времени, ни возможностей, ничего. Вот. Честно говоря, здравоохранение – это такая отрасль, вот сколько бы туда ни вкладывал и сколько бы, наверное, ни говорил об этих проблемах, они не решаются, сами собой не решаются. И мы радуемся сегодня даже каким-то маленьким шажкам. Вот вы говорите, что сегодня происходит, что будет завтра. Вот какие-то маленькие шажки мы делаем. Я думаю, что мы все-таки движемся к какому-то свету, да, все-таки к свету, к прогрессу, и это хорошо. Потому что хай не хай, вот с таким бюджетом что ты можешь сделать сегодня в здравоохранении, правильно? Вот. Еще одно из преимуществ, которое хотела отметить вообще и защитить нашу систему, что все-таки, вот смотрите, прошло уже больше четверти века нашей независимой жизни, а мы все-таки сохранили доступ бедных людей, неимущих людей к нашей системе. Вот. Конечно, с годами растет возможность выбора, то есть уровень жизни наш все равно растет, и мы можем сегодня выбирать лечиться, там, например, в государственной больнице за сооплату в 1000 сомов, или пойти, например, в частную клинику, или поехать за рубеж. Это тоже хороший показатель, потому что растет наш уровень жизни. Но тем не менее, в отличие, например, от той же самой Грузии, да, которая сразу закрылась и все сделала платным, Кыргызстан еще долгое время, и здравоохранение Кыргызстана долгое время вот на своих плечах, вот своим бременем все-таки держала вот эту заботу о людях, о каждом человеке, вот, который не имеет возможности. И, в принципе, есть такие сегодня. И я думаю, это очень хороший момент. И спасибо вообще всем нашим работникам здравоохранения, которые на своих плечах, по сути, они его вытащили вообще из этого омута. Елена, я вспоминаю случай 2015 года. Напомню, тогда проходили парламентские выборы. И я помню свой шок, когда прочитал в одном из СМИ обращение Минздрава. Это было предупреждение, очень интересное. Оно, во-первых, было для меня интересным как журналисту, потому что там говорилось о негативном воздействии массированной политической рекламы. Да?
там Минздрав предупреждал, что вот как бы не критическое, да, такое вот как бы без разбора вот чтение этих агитационных материалов, предвыборных обещаний, оно для людей, ну, скажем так, с неустойчивой психикой может быть даже повредить, оно даже способно здоровых людей как-то зомбировать, да, и вот именно в направлении психологической помощи, да, это впервые на моей памяти и вообще в моей жизни за 50 уже там с лишним лет, когда Минздрав со мной стал говорить человеческим языком. Я не знаю, как раньше это называлось там санпросвет, да, в советское время. А сейчас, вот если не считать, да, вот этого приятного исключения, когда Минздрав одним просто своим пресс-релизом, там, заявлением, он очень сильно помог, да, людей вооружил какими-то знаниями. Ага, вот оказывается, если я буду вот эту всю рекламу, да, поглощать, это значит небезопасно для моего психического здоровья и как бы моего сознания. Больше как-то Минздрава вот не наблюдается. Да? Нет того, что для Минздрава в принципе ничего не стоит. Вот сейчас у нас неблагополучная экологическая ситуация в городе, да? Массовая вырубка деревьев, увеличение количества автотранспорта, некачественный бензин, да? Владельцы не следят за состоянием своих машин, что вкупе дает как бы неблагополучный результат. Экологи, правозащитники, они как-то пытаются вооружать людей знаниями, да, что там, я не знаю, там, носите маски, не занимайтесь на открытом воздухе активными физическими упражнениями и разные прочие ценные практически такие советы, которые мы можем применять в быту, чтобы как-то минимизировать вредное влияние. А где Минздрав? Я его не вижу, не слышу, а все, что мы слышим о Минздраве, это какие-то скандалы, склоки, разбирательства, тяжбы, это бесконечные обсуждения, то, как люди стали называть там, фармацевтическая мафия, да, те же там взятки и там в родильных домах. Ну, в общем, не буду перечислять, вы это прекрасно знаете. Так вот, возвращаясь к моему примеру, да, Минздрав же может, у него все-таки потенциал есть, несмотря на то, на те проблемы, которые вы обрисовали, и о которых, в принципе, гражданское общество само достаточно информировано, оно все прекрасно видит, но ему от этого не легче. Так вот, где Минздрав может применить какие-то вот, это даже не профилактические меры, да, потому что профилактика это сугубо медицинское мероприятие все-таки, да, это что-то должно быть научно обоснованным, плановым, конкретным, а то, что вот называется просветительством простым, это вот ролики, это короткие на телевидении, да, это короткие тексты там, в социальных сетях, ну хотя бы на таком уровне, чтобы наши люди были просто как бы медицински грамотными. Хороший вопрос. Хороший вопрос. И многим сейчас не хватает Минздрава. Я вот Минздрава как бы участливого в Минздрава в решении проблем, да, экологии, там, хороших дорог там, и так далее. Да. И я вот вспоминаю разгромное интервью с Гориным, с нашим заместителем главного государственного санитарного врача, вернее, заместителем министра, главным государственным санитарным врачом, которая вот вышла в дело номер, где полностью как бы на Минздрав возложили всю ответственность за то, что и рынки у нас грязные, и за то, что у нас там, да, и за то, что у нас помидоры не настоящие, и вообще все у нас, и во всем виноват Минздрав. Просто времена немножко изменились. Конечно,
вот в том понимании, в котором раньше был Минздрав и существовал, и работал, да, осуществлял свою деятельность, и когда вот это вот такое грозное, страшное, что Минздрав предупреждает, да, например, или там главный государственный санитарный врач заявляет, просто те времена уже канули в лето, они прошли. Почему? Потому что, и все это, опять же, вот связано с становлением нашего государства, да, молодого, вот, и с развитием предпринимательства, когда мы начали поддерживать нашу экономику, да, через наших предпринимателей. Вот именно тогда стали выходить вот такие вот документы, которые, например, регулировали деятельность Министерства здравоохранения по части осуществляемых там проверок, да, вот, малого бизнеса, среднего бизнеса и так далее. И когда Министерство здравоохранения стали ограничивать в этих полномочиях, у него как бы забрали вот эти полномочия, и, например, каким образом сегодня выглядит картина. Вот, например, Ожский рынок. Все знают, что там беспорядок, что там грязь, крысы, да, что там торгуют лепешками прямо с земли, да, с земли, да. Но для того, чтобы, например, проверить вот эту ситуацию, да, Министерству здравоохранения и, в частности, Департаменту профилактики заболеваний Госсанэпиднадзору надо, значит, за 10 дней уведомить о том, что они придут, да, и они имеют право прийти и проверить, допустим, точку общепита, да, или там, например, точку какой-то стихийной торговли, я не знаю, да, они имеют право проверить только 1 раз в год. При этом предупредив, ну, естественно, вот предупредили, за это время все вывезли гнилое и вонючее, да, и туда завезли все хорошее и красивое, да. Вот такую картину мы сегодня имеем. Это одна сторона дела. И второе, мы сегодня движемся в направлении развития общественного здравоохранения. Вот это понятие в благополучной Европе, там, в Штатах, оно давно существует, да, общественное здравоохранение. То есть Госсанэпиднадзор не как надзор, не как инспектирующий, карающий орган, да, а как орган, который как раз-таки работает в направлении, да, вот, предупреждения болезней, профилактики и так далее. Вот с этим у нас вот развитие общественного здравоохранения, у нас оно еще только в зачаточном состоянии. То есть и вот мы сейчас, возможно, попали именно в тот период, что и то уже не работает, а это еще время не наступило, да? И поэтому получается, вот как бы вроде у нас и департамент профилактики заболеваний, центр карантинных особо опасных инфекций, там все есть, да, а в целом тех целей, которые мы имеем, и тех результатов наши люди не видят, которые хотят увидеть, да. Вот есть отчасти в этом проблема. Ну, я не говорю уже о таких проблемах, как, например, вот тот отдел общественного здравоохранения, который существует при Министерстве здравоохранения, там сегодня 1 человек, по сути, работает. Потому что в Министерстве здравоохранения до недавнего времени было 16 свободных вакантных мест. Никто не хочет идти работать. Никто не хочет взваливать на себя всю вот эту вот ответственность, весь этот кошмар, который валится на голову Минздрава, он за все сегодня отвечает. Минздрав не может за все отвечать. Вот, например, есть фитоинспекция, есть ветеринарная служба, да, есть что-то еще там. Минздрав также не может отвечать за дорожно-транспортные происшествия, да, потому что у нас дороги не в порядке. Вот. И общественное здравоохранение, как раз вот мы сейчас пытаемся вот это понятие просто людям разъяснять, да, и хотя бы политику свою пытаться объяснить людям, куда мы движемся, и где у нас полномочия есть, и где нет. Вот. Ну вот, к сожалению, это так, к сожалению. Поэтому все так складывается. А вообще в целом благополучие, здоровье людей, нации, да, оно же не зависит только от Минздрава. Минздрав не может сделать всех здоровыми, да, оказывается, там наш процент участия где-то 10-12 всего лишь. 40%. Мы сегодня и говорим об этом везде, что 40% это ответственность лежит на самом человеке. Поменять психологию, поменять свой взгляд, поменять сознание, конечно, менять очень тяжело, но это, наверное, нужно годы, тем более людей, устоявшихся в своем возрасте. Вот, поэтому и здесь Минздрав, вот прям актуальны его призывы. Давайте будем делать это вместе. Давайте будем делать вместе. И образование там, где начинается, прививается культура, да, вот, например, поведение,
по сохранению своего здоровья, да, вот. И там, например, то же самое Министерство транспорта, та же окружающая среда, молодежная политика и так далее. То есть Министерство здравоохранения сегодня не может и не берет ответственность за все на себя. Оно, может быть, справедливо ставит такой вот, руки выпячивает вперед и говорит: ребята, давайте вместе делать, мы же не можем, у нас нет на это сил. А человеку надо все-таки подумать о том, что здоровье – это такой же капитал, как и его недвижимость, его любимая машина, да? Там и так далее, его остров где-то там в Греции или где-то еще. Сегодня есть такие богатые люди, которые имеют такую возможность, да? Вот пока мы не поймем, что здоровье – это тоже наш капитал, и мы должны беречь его, я думаю, что и пока мы вместе не будем принимать усилия по изменению вообще нашей жизни, я думаю, мы не будем иметь ни здоровое поколение, ни здоровое будущее вообще. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Елена, когда я говорил, что у нас кругом критикуют медицину, врачей, я, наверное, был не совсем объективен, потому что обычно, когда читаешь те же соцсети, на каждое критическое замечание одного человека где-то через какое-то время можно увидеть другой отзыв о работе врачей уже с позитивной стороны. Люди искренне благодарят медиков за то, что кто-то там, несмотря на то, что ночь, примчался, срочно помог, обратил максимум внимания, да? Кто-то благодарит врачей за успешную операцию, да? Так что на самом деле, конечно, картина не настолько плачевна, да? Она непростая, она нелегкая, очень много нерешенных проблем, но мы сегодня услышали от вас главное. Вот, например, общественное здравоохранение, даже я, будучи журналистом, сейчас первый раз услышал, мне уже стало интересно. Конечно, в течение одной передачи, дорогие наши зрители, невозможно вообще вот понять и получить вот весь тот объем информации. Если вас это на самом деле интересует, это, знаете, оно обязательно у вас отнимет много часов. Это чтение там какой-то периодики. У нас во всех крупных газетах есть журналисты, которые специализируются на медицинской тематике, очень часто дают интервью. Вот Лена даже вот упомянула, что о недавней публикации в «Дело номер» интервью главного санврача. Масса информации содержится на разнообразных сайтах. На телевидении, насколько я знаю, тоже существуют передачи, причем которые выходят годами, они посвящены именно проблемам здравоохранения. И, конечно, в первую очередь вам нужно активно и много об этом читать. И вот только тогда вы станете, конечно, разбираться. А когда мы вот так мимоходом, наскоком, реагируя только вот на какие-то частные конкретные случаи, которые происходят с нами, с нашими соседями, с нашими друзьями, мы, конечно, не выправим ситуацию, и мы никогда не сможем себе сказать, что мы в курсе, да, всего того положения, в котором находится система здравоохранения. И я, конечно, любую передачу хочется завершать на ноте оптимизма, потому что вера в завтрашний день, она обязательно должна быть. И, Лена, примите за комплимент, но за заслуженный комплимент, пока в такой системе работают такие люди, как вы, надежда всегда есть. И вот давайте все вместе будем жить с этой надеждой. Спасибо вам за беседу, за интересный разговор. А нашим зрителям, наверное, пожелаем крепкого здоровья. Что еще можно пожелать, когда у нас сегодня такая тема? Будьте здоровы и будьте счастливы.